Добрый день, в эфире программа «Спорт» на фоне «Джангл» и обзор спортивных событий уходящей недели. Из всех видов спорта многие в плане зрелищности выбирают единоборство. Доведенное в абсолют, смесь стилей порождает нечто первобытное. Сродни тому, когда предки людского рода бились за территорию и кусок мяса, охотники за славой и богатствами сейчас бьются внутри решетки. В апреле прошлого года у меня на радио «Звезда» гостил боец ММА Тумер Андар, о котором мы расскажем позже. Если бы несколько лет назад сказали, что в Туве будут свои бойцы, победители в смешанных единоборствах, многие бы просто не поверили. Прошло совсем немного времени, и бойцы из Тувы начали методично выигрывать у соперников на профессиональной арене. И во многом это стало возможным благодаря Артушу Комбу, чей спортивный путь реализовался в качестве мастера спорта России по джиу-джитсу, а также отличного тренера бойцов ММА в Туве. Сегодня он здесь, чтобы вспомнить, как закалялась сталь, кто сейчас в топе бойцов и что ожидает в ближайшем будущем в развитии тувинского ММА. Всем здравствуйте. Меня зовут Комбу Артуш Артурович. Дальше там родился в городе Чадан. А со школы уже проживаю в городе Кызыл. У меня есть брат, тоже руководитель группы Eight City, танцевальной группы, Буянов Олег Юрьевич. Он в данный момент тренер по футболу. Когда он тоже танцы преподавал у меня, он одновременно еще показывал там, как двоечку бить, там объяснял, что такое джиу-джитсу и все прочее. Тогда вообще самой такой звездой в мире это был Федор Емельяненко. Все смотрели его бои, там прям вообще, тогда, можно сказать, UFC даже не особо смотрели. Целенаправленно спортом начал заниматься в студенческие годы, когда поступил в Новосибирск. Да, там все и началось. Помню, я тут недолго занимался вольной борьбой, буквально несколько месяцев, наверное, ходил. Потом в Новосибирске тоже я себе в голове представлял, что поеду туда и буду серьезно заниматься спортом. И когда туда приехал, несколько месяцев позанимался вольной борьбой. Я не знаю, тогдашние мысли у меня были, что мне нужно что-то новое там, что-то новое, свое, что-то хотелось. Потом я пошел на дзюдо, там позанимался. Год, по-моему, полтора, может, походил. И на дзюдо борьбу подтягивать ходили там братья-близнецы, джитсеры. И они меня заметили, что им понравилось, как я борюсь. И они мне говорят, как-то предлагают, не хочешь по джиу-джитсу выступать там. Да там то же самое, там только болевых много. Я, конечно, согласился и начал выступать поэтому, и мне очень понравилось. С 15-16 годах у меня мысли начали терзать, что хочу у себя там развивать там. И получается, я именно переехал сюда, в Кызыл, чтобы развивать. Кто вместе с тобой продвигал, кто твои соратники были в тот момент? Я в тот момент вообще был один, потому что, меня вообще никто не знал в Кызыле. Потому что я выступал только по джиу-джитсу, а наши-то джиу-джитсу не следят. У действующих бойцов международных промоушенов у каждого своя история. Артыш всегда рядом с каждым из них и лучше разбираются, как готовить чемпионов. Но мало иметь спортивный интерес и талант. В жестоком мире ММА первично связи и знакомства с нужными людьми, которые и делают игру. Правила в основном профессиональной ММА одинаковые. Была организация Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. За 2 года такой оборот он набрал. Турниры очень часто проводились, и прям очень-очень, и конкуренция там нормальная была. Просто сейчас в прошлом году, когда Хабиб сказал, что отходит от индустрии ММА, спала ли его лига. А я так считал, что на мой взгляд это была в России, наверное, второй лигой после СИ. Ребята у нас реально хорошие, и без меня, когда меня не было, они были уже состоявшимися спортсменами. И Ренат был чемпионом Европы по кикбоксингу. Он и так был чемпионом китайской организации WF в Китае. Он пояс привозил. Иргито Венч, он был мастером спорта.
Оржак Чаян был чемпионом Кубка мира, тоже по кикбоксингу. Тумер тоже, он и так выступал. В один момент у меня друг говорит, что у тебя, смотрю, у тебя ребят много. По инстаграму он говорит, у тебя ребят много. Я говорю, ребята хорошие, но у нас нету менеджера, говорю. Он профессиональный боец с рекордом 10-0, там в СА выступает. Он говорит, на тебе номер менеджера, он мне скидывает. И я менеджеру пишу, привет, я от Арсения, там, он говорит, да, я тебя ждал там. Я скинул анкету Эвенчи и Ондара Рената. И я так-то не ожидал, и через 2 месяца нам скидывают контракты, вот его берут Лига Хабиба. На самом деле, вот реально, вот некоторые, наверное, думают, что мы там деньги зарабатывали. Вот Eagles FC, вот первые 2 года вообще ребята деньги не зарабатывали. Там на первый контракт, стандартный контракт был выход 50. Ну, это просто ты выходишь и дерешься, и победа 50 тысяч, 100 тысяч за победу. А на самом-то деле на подготовку больше денег уходит. Как-то раз в Красноярске Тумер Андар техническим нокаутом вынес своего соперника Салимова в одну калитку, за что секунданты тут же дали ему прозвище «Гангстер». В Татарстане Ренат Андар также начисто разобрал своего соперника, за что на районе прицепилась за ним никнейм «Бульдозер». Где и когда пройдут следующие бои у этих парней? Сейчас, в данный момент, Ренат уже на подходе. 4 октября у него бой в Лиге СА. У него уже, получается, второй бой. Он первый бой провел 25 мая против бразильца. Он его нокаутом выиграл. А сейчас у него второй бой. 4 октября будет драться с бойцом из Северной Осетии. Овенч, он сам оттуда. Он сейчас сборы проходит. Он в этом году стал, тоже опять подтвердил, стал 3-кратным чемпионом России по комплексному единоборству. Сейчас он на сборах в Москве. У него сейчас международный турнир будет. Он туда готовится. Но мы хотели 2 боя, не то что 2 боя, 2 варианта было. Подраться в Лиге One FC. Это, ну, по моему мнению и мнению многих, да, входит в топ-3 в мире. Сначала идет UFC, потом Bellator и One Championship. Вот эта организация. И хотели его поставить в ноябре. Но сейчас 100% тоже определенности нету. На самом деле я очень переживаю по этому поводу, потому что он в прошлом году в августе завоевал титул и больше не дрался. Ему сейчас 33 года, и надо быстрее. Сейчас у него титульный бой 100% будет, и это очень круто. Вот Fight Nights организация, вот, наверное, один из самых вот этих основоположников вот эти, в России. Это очень мощная организация, и это очень круто, если будет чемпион из Тувы в Лиге Fight Nights. Он уже провел 3 победы подряд. Он же провел 2 боя в один день. Там киргиз одного выиграл. Ну, он очень хорошо идет. И вот недавно выиграл прям вообще в такой доминирующей позиции. По-моему, он даже ни одного удара не получил. И сколько бросков провел. И сейчас, наверное, он уже в ноябре или в декабре он что-то такое говорил, что будет. У него, ну, пока не ясно, наверное, когда будет, но у него будет титульный бой. Да. У него уже до Нового года, наверное, он проведет уже титульный бой. С нами в эфире был Артеш Комбу, тренер и в некотором роде посол от Тувинской бойцовской школы. Скоро в радиорубке «Звезды» будут гостить лица, о которых выше шла речь. Я разговаривал с менеджером по этому поводу. Он говорит, в UFC попасть нормально. Есть, он может это устроить. Просто, ну, нынешняя ситуация. И, говорит, самое сложное – это получить рабочую визу. Рабочую визу нужна, чтобы там драться в Америке. И нужен мощный спонсор, хороший спонсор. Потому что, сами знаете, ставки будут очень высокие. Сборы, в Америке сборы. Все это очень дорого. И нужен будет спонсор. А так, ближайшие 5 лет, думаю, да. Но в данный момент я пока не вижу, чтобы кто-то дрался в данный момент. Сейчас есть у ребят контракты, да, и бои. Пока в данный момент хотим вот пояс One Championship.
слабая. Ну, Кежику придется, да, постараться. Есть проход в ногу от Кежика. Чимбы дорабатывает. Пытается защититься на обратный Артур Бадиев. Дорабатывает, переходит на вторую ногу, да. Отдает 2 балла. В самой северной и холодной столице 7 и 8 сентября прошли 14-е международные соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера страны Советов Дмитрия Коркина. Турнир в Якутске собрал 176 спортсменов из 15 стран и 19 регионов России, где блестящие результаты показали тувинские спортсмены Кежик Мангуш и Кежик Чимба и заняли первые места пьедестала в своих весовых категориях. И согласно ранжированию, с целью которого и проводят турнир, теперь республика стала и еще 2 мастера спорта международного класса. Не меньший успех показали родные братья Кежик и Чаян Мангуш, завоевавшие золото на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, где разыграли награды среди борцов вольного стиля. Студент Кежик Мангуш завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 килограмм, а его родной брат Чаян – до 70 килограмм. Фестиваль собрал участников из 36 стран, а вы говорите «санкции, санкции». Ко дню города в Кызыле проходил турнир по волейболу среди мужских и женских команд. В последние годы волейбол немного сдал, а в 90-е и нулевые вокруг президентских игр было не меньше ажиотажа, чем в Хуреше. И все же волейбол сегодня остается вторым по массовости играющих в республике видом спорта. Шеф турнира Светлана Тадошева, отличник физической культуры и спорта Республики Тыва и Российской Федерации, многие годы остается главным тренером сборной команды Тувы по волейболу. Я бы хотела, чтобы нашим любимым видом волейболом занималось большое количество. Так и так волейбол является самым любимым видом после Хуреш, национальной борьбы Хуреш. И у нас все велика играют и любят волейбол. И поэтому хочется, чтобы каждый год прибавлялось больше команд, которые будут участвовать во всех мероприятиях спортивных по волейболу. И, конечно, надо давать шанс играть и юным нашим спортсменам. Среди мужских команд золотым призером стала команда МЧС, серебряным – команда на СЛЛ, бронзовым – команда ТУГ. Среди женских команд первое место заняла команда Челихан, второе – команда Сбербанк и третье – команда ТГУ. В день города Кызыла спортсмены-лучники с поражением опорно-двигательного аппарата состязались в своем любимом ремесле. Среди участников Руслан Ачур, он мастер спорта международного класса. Что и, главное, как нужно развивать стрельбу из лука в республике, поделились лучники. У нас был перерыв 2 месяца, каникулы. И мы, как изголодавшие, прибежали и потренировались, и поучаствовали в соревнованиях в честь дня рождения города. Вот сейчас нас будет смотреть вся республика. И, пользуясь случаем, приглашаю молодых, которые хотят заниматься стрельбой из лука. Это очень хороший, благородный, красивый вид спорта. Желательно, конечно, хочется большого зала, чтобы помещений побольше было, потому что спортсменов много, а вот здесь помещается только максимум 7 или 6 спортсменов. Нам выходится. И расстояние, здесь только 18 метров, а хотя бы нам бы на 30 метров помещение побольше было. Это прям наша мечта. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина с 21 по 24 сентября состоится открытый республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек. К участию в турнире допускаются юноши и девушки 2008-2011 годов рождения, имеющие не ниже 2-го юношеского разряда по боксу, согласие родителей, законных представителей и тренера. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21 сентября по номеру на экране. 16 сентября в Кызыле пройдет кросс нации, приуроченный ко Всероссийскому дню бега. Соревнования проводятся в 11 утра на стадионе имени Пятилетия Советской Тувы и велосипедной дорожки здоровья у набережной реки Енисей. Онлайн-регистрация участников завершится 13 августа. Последующие 2 дня будут выдавать номера бегунов. А на этих картинках вы видите топ-5 спортивных школ Кызыла, куда можно записать ребенка бесплатно. Пользуйтесь!
мне еще долго и упорно работать в пропаганде спорта наравне с соратниками. От вас ожидаю палец вверх и репосты. Вы смотрели программу «Спорт». Желаю всем сытой осени, богатого урожая с огородов и полей. Автор выпуска Арес Мангуш, монтаж Самда Амиргит. Услышимся.